Муфти шейх Салах Межиев. Признаки истинного Махди. Я прибегаю к защите Аллаха от проклятого шайтана, с именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение посланнику Аллаха, его семейству, сподвижникам. Я свидетельствую, что нет иного Бога, кроме Аллаха, единственного, у которого нет сотоварищей. Я также свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Мир вам, милость и благословение Аллаха. Один из 10 больших признаков конца света, о которых говорил пророк, мир ему и благословение Аллаха, это приход человека по имени Махди, который будет из его рода. О приходе имама Махди пришло много хадисов от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Эти враги Аллаха, которые собрались в Ираке и в Шаме, во главе так называемого Абу Бакра аль-Багдади, врага Аллаха, и те враги Аллаха, которые прислали его, пытаются под эти хадисы подогнать его личность, этого врага Аллаха, с намерением сделать все это против религии ислам. Однако истина в следующем. Всевышний Аллах сказал в Коране смысл. Они хитрили, и Аллах разрушил их хитрость, ведь Аллах наилучший из разрушающих хитрецов. Поэтому сейчас мы прочитаем хадисы пророка, мир ему и благословение Аллаха, касаемо прихода имама Махди. Сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Выйдет мужчина из людей Медины, уйдет он в Мекку, придут к нему жители Мекки, они выведут его и против его воли присягнут ему. Они присягнут ему между черным камнем в углу Каабы и местом стояния Ибрагима, мир ему. Это тот Махди, о котором говорил пророк, мир ему и благословение Аллаха. Это он праведный халиф. Кто этот халиф, который должен прийти? Что будет после его прихода? Что сказал посланник, мир ему и благословение Аллаха? «И распространится на земле справедливость», говорит он. «Во всем мире будет справедливость. И распределит имам Махди все богатства этого мира по справедливости между людьми». Относительно этого пришел хадис от пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. «Я несу вам благую весть о Махди, который будет ниспослан в период разногласий среди людей. К нам в голову приходит мысль, что это наше время. И это правда. В наше время много смут и преступлений. А были ли они до нас? Были. Были ли 200 лет назад? Были. Были ли 400 лет назад? Были. Были ли смуты, преступления, убийства людей 1000 лет назад? Были. Поэтому, как и раньше, появлялись люди, выдающие себя за других, подобно этому врагу Аллаха Багдади. Также появились те, кто называл себя имамом Махди, собирая вокруг себя пару тысяч людей. Почему мы придаем значение тому, что вокруг него объединились пару тысяч людей? Почему мы придаем значение тому, что он обманывает людей? Даже во времена пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, появился Мусайлима, враг Аллаха, который заявил, что он пророк, и вокруг него собралось несколько тысяч человек. Он также обманул людей. После этого с ним начали воевать. Халид ибн Валид сломил его, когда Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, был во главе, когда Абу Бакр был халифом. Если появились люди, которые говорили, что они пророки, собирали вокруг себя 1000 людей, убивали и резали людей, притесняли их, разводили смуту, приводили аяты и хадисы, если они были всегда, тогда чему мы удивляемся? Сегодня, если мы возьмем хадисы посланника, мир ему и благословение Аллаха, прислушаемся к ним, о чем в них говорит посланник, мир ему и благословение Аллаха, что он предвещал, когда появится истинный имам Махди. Он говорил, что направят со стороны Шама группу войск, дабы схватить Махди. В другом риваяте пришло: со стороны Ирака придет войско и будет искать мужчину из Медины, имама Махди. Аллах убережет его от них. Когда они встанут на Байдат, в местечке Зуль-Хуляйфа, они провалятся туда. Земля расколется, и Аллах прикажет земле проглотить это войско.
И не противоречат эти риваяты друг другу, где сказано со стороны Шама, потому что пришло во многих передачах, они будут со стороны Шама, они будут со стороны Ирака. Оба этих сообщения пришли. Так что же мы обнаруживаем? Захватили Шам и Ирак, собралось в этих двух местах войско врагов Аллаха. Вот что мы обнаружим. Что же говорит пророк, да благословит его Аллах и приветствует? Истинный Махди выявится в Медине. В Мекке ему присягнут. И после того, как станет известно, что ему присягнули в Мекке, тогда предводитель этого войска, враг Аллаха, отправит свою армию в Мекку, чтобы убить Махди, либо захватить его. Было сказано, что в этом месте земля расколется, поэтому ученые говорят, если вы услышите, что на участке между Меккой и Мединой, называющейся Байдат, раскололась земля и поглотила войско, то знайте, что в Мекке и Медине появился истинный Махди. В этом месте пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал смысл: идите туда, даже ползком, и дайте ему присягу. Это он истинный Махди. Что же должно произойти в мире, когда явится истинный Махди? Мир должен исправиться в сторону истины. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: и заполнится земля равенством и справедливостью. Что значит «истан»? Это значит распределять по справедливости. Что значит «адлян»? Это означает распространение справедливого суда Аллаха, установление справедливого суда Аллаха на всей земле. Будут довольны Махди обитатели неба и обитатели земли. Кто они? Ангелы, обитающие на небесах, они будут довольны Махди. И все жители земли будут довольны им, говорит пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Людей, являющихся потомками пророка, да благословит его Аллах и приветствует, очень много на этом свете. Махди, о котором говорил пророк, да благословит его Аллах и приветствует, должен быть либо из потомства Хасана, либо из потомства Хусейна. А кто первым в Мекке из людей присоединится к Махди? И сказано, что это абдалы, высшая степень праведников, приближенные рабы Аллаха. Праведники из Мекки и Медины, праведники из Шама соберутся вместе и присягнут ему первыми. Так что же мы слышим об этом называющем себя халифом самозванце, если говорить по-русски, об этом враге Аллаха, лицемере, притязающем на то, кем он не является? Что мы знаем о нем? Он не появился из Мекки, и не дали ему присяги и не там, и не в Медине. Сам он утверждает, что он мединец из рода Хусайна, называет себя тем, кем он не является, развернул черные флаги, сев на джипы, они убивают людей. Пролил ли кто-нибудь столько крови, сколько пролил он? Настолько сильную степень несправедливости мы наблюдаем. Однако сказано, что когда появится истинный Махди, обитатели небес и обитатели земли будут им довольны. Этот Махди придет на землю с справедливостью. Сегодня уже прошло 2 года, как он заявил, что он Махди, что он халиф. За эти 2 года какие признаки выявились? Почему у людей нет разума? Почему они не размышляют? Какие признаки справедливости обнаружились? Никаких не выяснилось, кроме как море крови, притеснений, преступлений, смуты, порочащих действий. Сейчас они ввели новую грязь, как поджог людей, не имеющий никакой далиль из сунны пророка, мир ему и благословения Аллаха. Они врут, говоря, что пророк, мир ему и благословения Аллаха, сказал, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к Али с просьбой привести 2 мужчин. Эти 2 заслуживали наказания смертью. И как только он приказал ему сжечь их, он сказал, не сжигай их, а убей. Они должны были быть казнены. Наказание через сжигание запрещено Аллахом, сказал пророк, мир ему и благословения Аллаха. У них выявилось все плохое и грязное, и ничего более мы не слышим. В других хадисах пришло, что когда появится истинный Махди, о котором говорил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то войско его будет из конницы, и будут у них мечи. На земле должны появиться большие признаки судного дня, когда появится истинный Махди, о котором говорил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Константинополь должен быть захвачен мусульманами. Это Стамбул, а Стамбул же в руках турков. Его завоевал Мухаммад Аль-Фатих. Есть хадис, где говорится о завоевании Константинополя. И этот хадис сбылся, когда Мухаммад Аль-Фатих завоевал его.
Есть также и второй хадис, в котором говорится, что когда появится Махди, завоюют Константинополь во второй раз. Вот это второе завоевание, что нам показывает? Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал о большом признаке судного дня, что на земле зародится большая война. И ученые говорят, что, скорее всего, Константинополь обратно попадет в руки неверных. Все, что мы говорили, это одни из больших признаков судного дня. Возможно, они произойдут через 100 лет, а возможно и завтра, или спустя 5 лет, 200 лет. С какого момента время считается близким к концу света? Время с момента посылания пророчества Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, считается близким к концу света. Поэтому пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что Махди, о котором он говорил, является истинным халифом, который будет ближе к судному дню. А кем является этот Багдади? Он лжец, который обманывает людей. Надел на руку часы Rolex, обвернул голову черной чалмой, развернул черные флаги, говорит, что в этих хадисах речь идет о нем. Если действительно это он, то, возможно, случилось бы пришествие пророка Иса, алейхиссалям. Мы бы увидели большой признак судного дня, как среди более 1,5 миллиарда мусульман, как среди всей уммы распространилась бы справедливость, и все эти люди были бы довольны им. Но что мы видим сегодня? Начиная от Запада до Востока, все ученые, все мусульмане, более 1,5 миллиарда, говорят, что эти люди кавариджи, они враги Аллаха, они враги ислама, они преступники, они смутьяны. Они проливают кровь невинных людей не по праву. Мы видим, как они режут христиан от того, что они христиане. Где есть в религии такое, что надо резать христиан по причине того, что он просто христианин? Когда Умар ибн аль-Хаттаб завоевал Иерусалим, резал ли он там христиан? Нет, не резал. Разве пророк приказал нам резать христиан просто так? Нет, не приказывал. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, жил среди христиан и иудеев, и своим благороднейшим нравом он призывал людей в ислам. Своим красноречием, своим мягкосердечием, своим чистейшим и высоконравственным этикетом приводил людей в ислам наш пророк, мир ему и благословение Аллаха. Если резать христиан, потому что он просто христианин, если убивать людей из-за малейших сомнений, если убивать, потому что на государственной работе, если убивать всех без разбору от того, что он тебе не понравился, если убивать женщин, где это видано? В какой исламской религии это прописано? В каком аяте или хадисе это сказано? Да, любое течение находит для своего заблуждения аят или хадис. Однако мы должны знать, где правильная основа. Посмотри на слова пророка, мир ему и благословение Аллаха. Когда он совершал истинный джихад, когда он и его сподвижники возвеличивали слово Аллаха, когда распространяли слово Аллаха на земле, когда входили в чужие страны и города, пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Не убивайте стариков, не убивайте женщин и детей, не рубите даже плодоносное дерево», — говорил он. Сегодня мы видим, как убивают женщин, людей. Мы видим разрушение. Речь даже не о плодоносных деревьях. Они подвешивают людей, убивают их, говоря, что они станут лицемерами. 7-летних, 10-летних детей. Что им дает такое право? Человек, который этим занимается, именуя себя халифом, он иблис, он шайтан, и все те, кто рядом с ним, войско шайтана. Мы заявляем вам, он враг Аллаха. И ему самому, этому Багдади, мы говорим: я говорю это, чтобы он услышал лично: ты враг Аллаха, ты преступник, ты иблис, ты шайтан. Это мы говорим тебе, это я заявляю тебе, мусульмане говорят тебе: ты преступник. Ты будешь сыт по горло своими преступлениями, смутой и несправедливостью. Аллах накажет тебя. Когда появится истинный халиф, истинный Махди, о котором говорил пророк, мир ему и благословение Аллаха, один из его признаков – это его рождение в Медине, выявление в Медине как имам Махди. Какими еще будут признаки истинного халифа Махди, о котором говорил пророк, мир ему и благословение Аллаха? У него будет отличительный признак между лопаток. Сказано, что у него в руках будет знамя пророка, мир ему и благословение Аллаха, которое не раскрывалось со дня его смерти. И сказано, что все люди на этом свете будут любить его, а также сердца уммы пророка, мир ему и благословение Аллаха, наполнятся любовью к истинному халифу Махди.
Мы знаем из хадисов пророка, мир ему и благословения Аллаха, что после появления Махди должно произойти пришествие пророка Иса, мир ему. Где должно произойти пришествие пророка Иса, мир ему? В Дамаске. Махди после появления должен войти в Иерусалим, в Дамаск, и в этом месте должен спуститься пророк Иса, мир ему. Касаемо этого пришли хадисы пророка, мир ему и благословения Аллаха. Махди попросит пророка Ису, мир ему, возглавить молитву, на что пророк Иса, мир ему, из уважения к пророку Мухаммаду, мир ему и благословения Аллаха, уступит Махди, который из его уммы, и о котором пришли хадисы. Нигде не сказано в хадисах пророка, мир ему и благословения Аллаха, что его будут звать Багдади. А Махди в хадисах пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказано: имя его будет таким же, как мое, имя отца его будет таким же, как и имя моего отца. Сегодня очень много людей из рода пророка, да благословит его Аллах и приветствует, знающие чистую родословную до него, знающие цепочку, знающие, кто чей сын и от какого отца он идет. А из какого рода он, Багдади? Этот враг Аллаха. Кому он себя причисляет? Какой был смысл завязывания черной челмы пророком, да благословит его Аллах и приветствует? При вхождении в Мекку он завязал черную челму. Что показывает черный цвет в исламе? Черный цвет не показывает преступление. Это они, враги ислама, хотят ассоциировать его с преступлениями, со смутой и кровью. Они обезобразили все и представили с ужасной стороны. Но когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, завоевывал Мекку, он был унылым, опечаленным. И когда он входил в Мекку, его борода касалась седла его коня. Настолько он сильно опустил голову, настолько сильно он проявлял смиренность перед Аллахом. И в этом контексте мы приведем то, что говорят эти враги Аллаха. Что сделал пророк, мир ему и благословения Аллаха, когда вошел в Мекку? Что он говорил до завоевания Мекки? И что он сделал после завоевания Мекки? Сегодня этот Багдади и шайтаны, и враги Аллаха, которые последовали за ним, приводят слова пророка, мир ему и благословения Аллаха: «Поистине, я пришел к вам с резней». И с этими словами режут и режут людей. Это ужасные вещи. Когда же пророк, мир ему и благословения, сказал это? Кому сказал это? В Мекке, когда он призывал людей к исламу, убили Ясира и его жену. Мушрики били плетками, дырявили тело, клали большие камни на грудь, издевались над его сподвижниками, когда они начали проливать кровь. И вот тогда, как передают, пророк, мир ему и благословения Аллаха, сказал: «Прекратите, не делайте этого, иначе я буду резать вас». И он сдержал свое слово. В битве при Бадре убили тех, кто делал эти преступления. Однако, если бы слова пророка, мир ему и благословения Аллаха, «Я пришел к вам с резней», означали, что надо резать всех и везде, что надо резать всех, кто не в исламе, то как он поступил, когда вошел в Мекку? На нем была черная челма. И что он сделал? Ведь это люди, которые воевали против пророка, мир ему и благословения Аллаха, которые хотели уничтожить, убить его, которые запрещали призывать к исламу. И что он сказал, когда зашел в Мекку? Кто зашел в Каабу, тот в безопасности. Кто зашел в свой дом и закрыл двери, тот в безопасности. Кто бросит свое оружие, тот в безопасности. Кто зашел в дом, кто бросит свое оружие, кто зашел в Каабу, тот в безопасности. Пророк, мир ему и благословения Аллаха, дал им безопасность. И это при том, что они воевали против него. Когда пророк, мир ему и благословения Аллаха, вошел в Мекку, кто ему запретил резать людей? Кто его устрашил? Никто. Кто его обманул? Кто его одернул? Кто? Никто. Пророк, мир ему и благословения Аллаха, показал нам свою милость, показал нам, насколько он милостив к своим врагам, показал, как он приласкался к Аллаху. Есть его слова, сказанные до завоевания Мекки, и он исполнил их при Бадре. Когда он зашел в город с черной челмой на голове, а после завоевания Мекки, что он показал? Он показал свое милосердие, свой этикет. Из-за его проявления милосердия по отношению к людям, воевавших против него,
Многие и многие из них пришли в ислам, стали его сподвижниками, участвовали на джихаде, усердствовали на пути Аллаха. Сегодня это является его следом. Махди, о котором говорится в хадисах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда появится истинный Махди, когда появится истинный халиф, на всей этой земле распространится милосердие, справедливость. Все люди будут довольны и удовлетворены. А сегодня, когда появился самозванец халиф, этот враг Аллаха, мы видим, как земля погрязла в еще большей смуте, в еще больших преступлениях, еще больше обезображивается. Поэтому сегодня мы говорим нашим братьям, мусульманам, нашей молодежи, клянусь Аллахом, мы говорим это искренне, мы говорим это ради Аллаха. Я клянусь Аллахом трижды, этот человек не является халифом, этот Багдади не является халифом. Если вы обманулись, думая, что этот человек является халифом, если вы примкнете к нему, вы идете в зло, вы идете в огонь. Не продавайте свою жизнь Иблису, которая только одна. Не продавайтесь шайтану. Ту присягу, которую вы даете ее шайтану, вы даете ее Иблису. Нет никаких сомнений, что Аллах спросит его и всех тех, кто последовал за ним. Поэтому не обманывайтесь. Когда появится истинный халиф, мы узнаем об этом. Мусульмане, которых больше 1,5 миллиарда, будут об этом знать. Аллах оповестит нас. Если он был бы истинным халифом, то не призывал бы 13 тысяч людей, чтобы они распространяли о нем в интернете. Истинный халиф не нуждается, чтобы весть о нем распространяли в интернете. Истинный халиф не нуждается в агитации посредством видеороликов. Наши сердца узнают, кто есть истинный халиф. Аллах оповестит нас. Это большой признак из признаков судного дня. Еще не наступило это время. Мы будем знать, когда наступит то время. И все мы вместе выступим с Махди, если мы доживем до этих событий.